Подписчики спрашивают, как принимают у вас астинскую традиционную религию. У нас такого нет. Это только в рамках авраамических религий, например, христианцы, ты, принимая крещение, находишь спасение, то бишь в Иисусе Христе, то бишь только один образ является Богом во плоти, богоподобным, который несет о Царстве Божьем, то есть тем самым вы, то бишь, находите спасение в Иисусе Христе, бессмертие Духа. Тогда как в рамках традиционной астинской культуры самоназвание народа Ассы, или когда мы говорим «аз» в переводе на русский «я», тебе просто дается то понимание, знание, сознание того, что в тебе есть дух, знание о твоем начале, о твоем духовном происхождении. И тебе не нужен еще какой-то посредник, чтобы через него ты приобрел эту вечность, тогда как ты просто понимаешь, что в тебе есть дух, вечный дух. Ты понимаешь, что за этой материей есть другая тонкая материя. Поэтому у нас нет таких определенных актов, культов, действий в принятии. Есть понимание в рамках нашей культуры, знания, которое тебе говорит о том, кто ты. Подобно тому, как Иисус был Сын Божьим, так и наш народ, все мы, носители астинской именно культуры, кто несет. Все асы, аланы или арианы в переводе дети солнца, то есть в данном случае это солнце, это обозначение Духа Творца. Отсюда и обозначение понятия нас, нашего народа, нашей культуры, нашего языка, несущего это понятие аз или асы, или арты, нарты, как богоподобный. Просто этому понятию идет обожествление, поэтому многобожниками нас называют язычниками. Язычник, азы, дабы было понимание, что это от Бога. Вот и все.